Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Житель Нерюнгринского района обвиняется в убийстве двоих человек с особой жестокостью. Об этом сообщает Следственный комитет по Якутии. По данным следствия, 45-летний мужчина, ранее судимый за преступление против жизни и собственности, в мае прошлого года вместе с 5 мужчинами выпивал в гараже одного из них. В ходе распития между обвиняемым и хозяином гаража возникла ссора, которая переросла в драку, к которой также присоединились остальные участники застолья, и обвиняемый потерял сознание. Придя в себя, мужчина увидел, что в помещении гаража остались двое его приятелей. И, решив отомстить, он избил их и поджег 2 машины, стоящие возле здания гаража, и сам гараж. А затем плотно закрыл заднюю дверь и скрылся с места преступления. Потерпевшие скончались. Тела мужчин обнаружили сотрудники противопожарной службы, которые прибыли по вызову к месту возгорания. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд. Житель Нерюнгри осужден за избиение жены и угрозы убийством. По информации прокуратуры региона, он, будучи пьяным, в ходе ссоры с женой угрожал убить ее, а также впоследствии избил. Кроме этого, отмечается, что мужчина был ранее судим за особо тяжкое преступление. В его отношении возбудили уголовное дело сразу по 2 статьям. В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый вину не признал, однако суд приговорил его к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Жительницу города Калуга осудили за мошенничество в Ленске. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Она обвиняется в хищении чужого имущества, совершенном с причинением значительного ущерба. Сообщается, что она создала в Инстаграм страницу, на которой разместила объявление о продаже детских товаров, таких как детские коляски и кроватки. Жительница Ленска заказала у подсудимой товар, переведя ей на карту более 45 тысяч рублей. Отмечается, что женщина ранее уже была неоднократно судима. Последний приговор в ее отношении вынесен Калужским районным судом в ноябре прошлого года. Суд приговорил ее к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Полицейские задержали мужчин, подозреваемых в разбое в Якутске. Их 3. Возраст подозреваемых от 17 до 21 года. Установлено, что молодые люди проводили время в баре, где заметили в руках одного из посетителей дорогостоящий гаджет. Когда мужчина покинул заведение, они вышли следом за ним. На улице компания напала на одинокую жертву, избила и под угрозой ножа отобрала у мужчины его собственность. В МВД региона отмечают, что чуть больше суток понадобилось оперативникам, чтобы установить личности злоумышленников и задержать их. В их отношении возбуждено уголовное дело. Старший из подозреваемых, являющийся зачинщиком нападения, заключен под стражу. 2 других подельников находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В свою очередь пострадавшему оказана медицинская помощь. Поезд компании Union Pacific, перевозивший опасные материалы, сошел с рельсов и загорелся недалеко от города Сибли, штат Айова, в воскресенье, сообщили официальные лица. Из окрестностей пришлось эвакуировать 80 человек. Подробности в репортаже Анастасии Дмитриевой. Разбросанные по рельсам вагоны, некоторые из них в огне. На видео с беспилотника, полученном агентством Рейтер, крушение поезда неподалеку от города Сибли в штате Айова. Под грузовым составом обрушился мост. После аварии начался пожар. Товарняк компании Union Pacific перевозил удобрения нитрат аммония, который помимо сельского хозяйства используется для изготовления взрывчатых веществ. На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов, а также специалисты по работе с опасными химическими веществами. Район в радиусе 8 километров эвакуирован в качестве меры предосторожности, сообщают местные СМИ. Дома покинули в общей сложности 80 человек. В заявлении Union Pacific говорится, что экипаж локомотива не пострадал. Машинисты и помощники сотрудничают со спасателями на месте происшествия. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире.